Кабинет русского языка и литературы стал эпицентром обсуждения террористического направления. Полсотни школьников приглашены на лекцию о негативных последствиях влияния экстремистских и религиозных групп. Молодежь в силу отсутствия опыта и неустойчивого мировоззрения легко становится жертвой и одновременно живым орудием в руках террористов. Сами же они предпочитают прятаться за спинами этих обманутых юношей и девушек. Как и в этот раз, в прошлом году нас не раз посещали религиозные деятели. Они всегда доходчиво объясняют, как защитить себя от пагубного влияния экстремизма и терроризма. Помимо них, родители дома и преподаватели в школе также говорят, как вести себя в отношении этой глобальной проблемы 21 века. Мы считаем, что эти знания пойдут нам только на пользу. Ислам – религия мира. Священный Коран призывает жить в мире и согласии с людьми разных национальностей и вероисповедания. Но экстремисты и террористы исказили подлинный смысл мусульманской веры и создали ей репутацию агрессивной и нетерпимой к другим религиям. Школьники уже проявляют по этому поводу беспокойство. Это самая, так сказать, глобальная проблема на данный момент. И именно касается нашей религии, потому что сейчас люди, которые не терпят нашу религию, постоянно распространяют о ней плохие вещи. И другие люди, которые воспринимают эту информацию, видят нашу религию совсем не такой, какая она есть на самом деле. Поэтому эти мероприятия очень важны. Я сам вижу, как изменяются взгляды моих одноклассников, тех, кто со мной сидит на этих мероприятиях. Мы хорошо воспринимаем эту информацию и понимаем все. Профилактическая конференция затронула все аспекты вербовки молодежи, и по единогласному мнению самым популярным и эффективным механизмом из них является пропаганда терроризма и экстремизма в соцсетях. Молодые люди – самые активные пользователи интернета и первые жертвы вербовки. Просторы всемирной паутины заполнены видеороликами о лжетрактовке сур из Корана. Социальные сети у нас это такие как ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Телеграм, Фейсбук. Соответственно, в этих сетях есть сообщества. Некоторые сообщества бывают в основном именно, которые осуществляют вербовку, они бывают закрытого типа, чтобы лишние люди как бы туда не попадали. И, соответственно, в этих сообществах есть администраторы, и, как обычно бывает, администраторы не высвечиваются, то есть они скрыты настройками приватности. Человек, который заходит в такие группы, высвечивается диалоговое окошко для связи с администрацией посредством задавания вопросов, уже происходит непосредственный контакт с этим администратором сайта. И, соответственно, осуществляется дальнейшая вербовка данных людей, в основном участников данной группы. Круглый стол одновременно стал и дискуссионной площадкой. После каждого выступления слушатели также задают вопросы. На конференции присутствуют представители различных ведомств и организаций, занятых профилактикой терроризма и экстремизма в нашем регионе. Они довели до школьников информацию о способах и методах вербовки, а взамен получили много ценных советов от самих ребят. Вся деятельность, связанная с профилактикой по борьбе с экстремизмом и терроризмом, проводится нами для того, чтобы ребята не были обмануты лжепроповедниками. Они должны знать, откуда идет это зло и чем оно сопровождается в дальнейшем. Главное — слушать старших, и тогда никаких проблем не возникнет. Подобные мероприятия стали традиционными в нашей республике. К слову, на примерах ошибок людей, уже попавших в идеологическую ловушку терроризма, молодежь понимает, к чему все это может привести. Профилактические же акции в лишний раз напоминают им об этом. В завершении встречи представители духовенства в очередной раз призвали молодежь обдумывать каждое свое решение и прежде всего советоваться со своими родителями. Организаторы встречи, в свою очередь, раздали памятные билеты, чтобы те передали их своим потомкам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Джамалей Тамасханов. Новости 24.